Добрый вечер. В прямом эфире очередной выпуск программы Хастагаламта. На этой неделе было две больших и самых обсуждаемых тем и в СМИ, и в абхазских, и те, которые посвящены были, то есть российские зарубежные СМИ, которые были посвящены Абхазии, и в соцсетях, и даже в кофейнях. Это две большие темы были. Это появление проекта договора между Абхазией и Россией и назначение новых членов правительства. У нас даже внутри передачи была некоторая дискуссия внутренняя. Острая. Да, острая иногда. Какой теме посвятить сегодняшнюю передачу, и все-таки мы остановились на первой теме. Да, на первой теме. Тем более, что, естественно, эта дискуссия, она вот сейчас набирает обороты. Многие говорят о том, что она иногда переходит некоторые такие рамки приличия, носит такой характер несколько, грубо говоря, истеричный, а в некоторых случаях действительно поступают предложения, публикуются в соцсетях, такие конкретные, на которые, конечно, стоит обратить внимание. Это я говорю нашим телезрителям, а хочу сейчас, конечно же, представить наших гостей в студии. Это Олег Несторович Доменя, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, и Астамур Таня, руководитель администрации президента Республики Абхазия. Ну, вот недавно только что завершился круглый стол в Амцахаре. Вот у меня тут огромное количество статей уже и российских авторов, и вот наших тоже. Мы в конечном итоге все это процитируем. Тут у нас будут некоторые уже определенные формулировки, высказанные президентом на встрече с парламентом. В общем, дискуссия и такое всенародное обсуждение, оно началось. Причем оно началось вот вперед того, как высказалось бы экспертное сообщество. И мне казалось, что вот прежде чем будет такое всенародное обсуждение, все-таки вначале должно быть сформулировано вот такое с абхазской стороны должен был быть сформулирован пакет предложений, блок такой, который мы собирались бы обсуждать. А сейчас пока многие обсуждают, собственно говоря, проект российской стороны. И мы не имеем сейчас в наличии того, что собой будет представлять размышления по этому проекту и предложения абхазской стороны. Ну, как вы вообще относитесь к тому, что впервые в Абхазии вот сейчас проект договора, очень серьезный, значительный, жизненно важный для Абхазии, вот сразу же был представлен на обсуждение широкой публике, массе. Вообще, Олег Несторович, может, с вас начнем? Вот как обсуждался такой же рамочный договор 2008 года и сейчас? Вот как это? Разная схема вообще обсуждений? В 2008 году была немножко иная ситуация. И тогда фактически в разработке и в подготовке того базового договора, значит, естественно, Абхазии не приходилось принимать участие по причине известных нам хорошо. Ситуация была иная. А на этот раз проект договора был прислан. Я считаю, что это вполне нормально, вполне естественно, соответствует правовым, моральным, каким хотите, нормам. Никто из российской стороны не предлагает нам вот этот проект в качестве непреложного. И не прислали нам, что нужно подписать вот этот документ, и больше ничего. Прислали для того, чтобы ознакомиться нам. И по логике вещей прислали для того, чтобы мы со своей стороны выработали свой проект. И только на основе сопоставления двух, может быть, разных проектов, то есть, коль скоро проект вот такой прислан, мы со своей стороны либо можем принять безоговорочно, либо должны разработать свой проект. Как мы видим себя, как мы себя позиционируем, как мы видим решение существующих во взаимоотношениях России и Абхазии проблем. Это, я считаю, это вполне нормально. А то, что происходит разговор, я тоже не хотел бы драматизировать ситуацию вокруг этого.
то, что разные люди по-разному высказываются, разные оценки, разное понимание, разное видение, это на самом деле тоже нормальный процесс. Единственное, что здесь хотелось бы, было бы более полезно, продуктивно, если мы со своей стороны вот эти все точки зрения, которые высказываются в эфире или в виртуальном мире, каким-то образом анализировались бы и сводились бы к каким-то общим результатам. К сожалению, вот такого анализа мы здесь у себя не проводим. Ну, пока идет процесс. Да, процесс идет. Олег Несторович, процесс идет, да. И все то, что обсуждается в сетях и иногда носит очень такой острый характер, это все сам процесс. И да, когда говорят о том, что он носит эмоциональный характер, мне кажется, в этом тоже ничего плохого нету. Потому что если будет одна голая эмоциональность, конечно, это только какие-то крики. Но есть перехлесты, какие-то такие бывают оценки, которые, собственно говоря, это ведь серьезный документ. С другой стороны, мне хочется сказать, знаете, что вот такая рассудительность по поводу проекта, она не может быть не эмоциональной, должна быть эмоциональной. Человек Другое без дело, эмоций что это все не должно бывает. быть, должно быть вместе. Да. Аснамур, как вы оцениваете вот начавшуюся дискуссию и вообще как вы ее охарактеризуете? Ну, я хочу прежде всего сказать, что руководство Абхазии заинтересовано в такой широкой дискуссии. Более того, руководство именно из этого исходило, представляя вниманию общественности этот проект, который был разработан российской стороной. Президент хочет заложить новую традицию, когда подписанию документа и выработке документа предшествует экспертное обсуждение, работа совместная исполнительной власти и парламента. Потому что та традиция, которая была ранее, она, как правило, сводилась к тому, что в парламент соглашения поступали только в момент ратификации. Для ратификации. То есть парламент не участвовал фактически в выработке предложения абхазской стороны. И относительно этого договора и других соглашений, которые мы будем готовить с российской стороной, мы будем исходить из этого принципа открытости. Потому что отношения Абхазии с Россией, они имеют особую значимость. Они затрагивают интересы всего нашего общества и каждого гражданина в отдельности, и поэтому они должны быть максимально прозрачны. Да. Это первое, что я хотел сказать. Второе, собственно, относительно самого проекта договора. Ну, первое, что следует отметить, что этот документ не призван заменить или подменить действующий рамочный договор. Я об этом сегодня говорил уже на круглом столе, который был организован политической партией Амцахара. Да, в этом заключается позиция руководства Абхазии, потому что рамочный договор 2008 года мы рассматриваем как конституцию взаимоотношений Абхазии и России. Он достаточно выверенный и соответствует интересам обеих сторон. Вот вы говорили. Да. Я просто хотел перейти к деталям. Если... Постепенно перейдем к этому. Просто вот вы говорили о том, о чем говорил и президент на встрече в парламенте, что договор не призван подменить базовый договор о дружбе и сотрудничестве 2008 года, а должен основываться на нем. Но вот тогда, знаете, возникает такой вопрос: а с чем связана вообще необходимость заключения вот нового договора? Хотелось бы получить вот эти вот... во-первых, он не называется новый договор. Он называется, проект, который представлен российской стороной, называется договор о союзничестве и интеграции. Это не первый договор, который подписан Абхазией и Россией, и не последний. Его необходимость, я уже говорил и на прошлой передаче об этом, его необходимость связана с тем, что меняется серьезно ситуация в нашем окружении. Мы видим, какие процессы происходят на постсоветском пространстве. И они требуют принятия совместных с российской стороной мер в области обороны и безопасности.
теперь, если я хотел бы изложить ту позицию, которую озвучивал президент на встрече с депутатами парламента. Он сказал следующее, что его видение по ряду серьезных положений этого документа не совпадает с проектом, представленным российской стороной. Поэтому речь должна идти о подготовке варианта договора, абхазской стороны. И это нужно осуществить с участием как исполнительной власти, так и парламента, с привлечением экспертного сообщества. То есть такая работа уже начата. Я знаю, что достаточно начата она в администрации президента. Идет процесс выработки, как это предусмотрено законом о международных договорах, выработки предложений в соответствующих профильных ведомствах, которые затрагиваются договором. И достаточно интенсивная, насколько мне известно, идет работа в парламенте. По итогам этой работы будет сформирована рабочая группа, куда войдут обязательно представители обеих ветвей власти для переговоров с российской стороной. То есть будет выработан наш проект, который мы будем обсуждать с российской стороной. Астамур, можно вот сейчас уже вот на этом этапе сказать, что вот в этом новом договоре принципиально важно, какие базовые понятия или принципы заложены, и там важны для России, для Абхазии, которые вот надо обязательно соблюсти? А есть, вокруг которых еще можно говорить. Можно вот так вопрос ставить? Ну, договор этот, мы собираемся серьезно уточнить ряд положений этого документа. Прежде всего, это касается соблюдения принципа равноправия сторон, принципа четкого разграничения полномочий. Не должно быть никаких двойных толкований относительно того, что в Абхазии там могут создаться какие-то надгосударственные структуры. Речь идет о координации действий с российской стороной. Вот и подмена министерства. Например, что касается той же объединенной группировки сил, мы видим ее следующим образом, что такие принципы, кстати, действуют в коллективных системах безопасности во многих регионах мира. Это был и Варшавский договор, и НАТО, и есть ОДКБ. То есть будет, на наш взгляд, в эту объединенную группировку может войти какое-то абхазское подразделение, которое будет осуществлять боевое слаживание, совместное учение. Причем, что касается совместной оборонной инфраструктуры, речь, на наш взгляд, не должна идти о том, что не может идти о передаче всей оборонной инфраструктуры Абхазии там, в пользование этой объединенной группировки. Ликвидация, собственно говоря, армии. Я продолжу, да. Эта оборонная инфраструктура, на наш взгляд, должна находиться как на территории Абхазии, так и на территории России, поскольку это коллективная система безопасности. Вооруженные силы Абхазии, они будут сохраняться. Мы будем настаивать на том, чтобы российская сторона оказала нам помощь в модернизации и повышении уровня материально-технического обеспечения наших вооруженных сил. В полной мере, естественно, сохранятся функции и главнокомандующего Республики Абхазия, и Министерства обороны, Генерального штаба. Я подчеркиваю, это наше видение подходов к этому договору. Самый главный принцип, что наши международные соглашения, какие бы то ни было, не должны противоречить Конституции Республики Абхазия. Когда говорят об интеграции, этого слова не нужно бояться. Интеграция предполагает взаимодействие. И степень интеграции определяют стороны, участвующие в этом процессе. Да. И мы должны избрать такую степень интеграции, которая соответствует нашим интересам. Вот все-таки еще один вопрос вам, который очень часто, так сказать, звучит в обществе. Все-таки вот по поводу таких сжатых сроков подготовки этого договора. Хотелось бы услышать причину. Как вы ее определите вообще? Почему именно вот такие конкретные сроки до 27 числа?
Не, ну вот здесь чуть-чуть подмена понятий произошла, потому что 27 число обозначено в поручении президента ведомству подготовить свои предложения до 27-го. Речь не идет о подписании 27 октября этого документа. Речь идет о том, чтобы ведомство к этому сроку подготовили свои предложения по нашему проекту. С аналогичной просьбой президент обратился к парламенту, чтобы это было возможно состыковать. И такие же сроки стоят перед администрацией президента. То есть, ну, эти сроки, это не Конституция, но когда президент дает поручение ведомствам, там должно быть обязательно это указано. И, на наш взгляд, для вот такой предварительной работы эти сроки вполне достаточны. С тем, чтобы с 27 числа мы уже смогли сформировать рабочую группу, смешанную, президентско-парламентскую, которая бы предметно уже пошла бы по тем наработкам, которые сделаны. И еще хочу сказать, что президент планирует проведение серии встреч с общественной палатой, с политическими организациями, общественными организациями, с экспертным сообществом, чтобы получить полный спектр мнений. И идеально было бы, если бы различные организации представили бы собственное видение подходов к этому документу. Вот мы знаем, что ряд организаций и представителей экспертного сообщества уже на это откликнулись. Это очень хороший процесс. Вы знаете, Олег Несторович, вам хотелось бы задать вопрос по поводу того, что собой представляет новый проект договора в сравнении с договором 2008 года. Просто интересно, как вы считаете, вообще необходим ли тот же вопрос, такой как бы новый договор, да, когда можно было бы внести дополнение в тот старый 2008? Я специально сегодня почитал и старый договор, базовый договор 2008 года, и сравнил, значит, с этим. Конечно, есть между ними разница, но в общем и целом, ознакомившись, еще раз повторив в своем представлении старый договор, я, например, откровенно говоря, это лично, может быть, я кое-чего не понимаю или недопонимаю и так далее, особой такой острой надобности в новом договоре я не увидел. Потому что старый договор допускает, там есть такие формулировки, и эти формулировки, они в ряде пунктов, значит, они звучат о том, что этот базовый договор, он, естественно, будет развиваться. И причем все соглашения, все добавления, все какие-то еще принимаемые решения, они будут рассматриваться в качестве продолжения и развития этого базового договора. Конечно, по сравнению с 2008 годом, на самом деле, геополитическая конъюнктура серьезные изменения претерпела. И сегодня перед Россией стоят очень, я вам скажу, неприятные угрозы, конечно. Угрозы, очень серьезные угрозы сегодня над всем миром повисло. И сегодня, как Россия принимает экстренные меры для защиты своей безопасности. Мы в эту сферу, в сферу безопасности России, естественно, мы сегодня входим. Заключив договор с Россией, мы несем и перед Россией определенную ответственность. Как и Россия несет ответственность за безопасность Абхазии, так и мы тоже несем. То есть в обеспечении безопасности Абхазия должна вносить определенную лепту. Олег Несторович, можно ли говорить тогда в связи с этим, что есть и такая и политическая составляющая, в каком смысле, что это демонстрация наших союзнических отношений, демонстрация для внешнего мира, и может даже демонстрация лояльности друг к другу. То есть, может, в этом есть причина и появления сегодня нового договора? Вы знаете, не просто упорядочение. Может быть, я слишком какие-то резкие мысли я вам здесь выскажу. Может быть, это не совсем для этого позвали, корректно звучит, но наша вообще государственность,
мы, естественно, хотя много говорим и прочее, и так далее говорим, но она не отвечает современным требованиям. В строительстве государства мы серьезно отстаем за эти 20 лет. И наша государственность для нас самих не стала еще гарантом нашей национальной безопасности. Теперь, если она не стала для нас вот таким гарантом, то может ли Россия так спокойно относиться? Россия ведь это прекрасно понимает. Что собой представляет наша государственность? И может ли она спокойно к этому относиться? Она должна принимать какие-то меры для того, чтобы усилить, нарастить силу на этой территории. Потому что эта территория тоже такое местечко, на которое, конечно, зубы точат внешние наши оппоненты. И потому Россия очень обеспокоена. Хотя наши московские коллеги говорят, вы молодцы, хорошо и прочее, выглядите неплохо и так далее. Но это, знаете, вообще... Вежливость. Вежливость. Да, конечно. А так, на самом-то деле, мы знаем вообще, в каком состоянии ведомства, особенно силовые ведомства, находятся. Значит, это серьезно не может не тревожить. И потому люди, которые сегодня беспокоятся о нашем суверенитете, решение проблемы суверенитета мы должны искать в первую очередь здесь, внутри себя. Как мы строим свое государство. Вот от этого надо исходить, конечно. От этого надо исходить. Но вы вот сказали в самом начале, что гипотетически есть два подхода к этому документу. Или принять таким, какой он есть, да, условно говоря, да, или его принять отредактированным. Но я вам скажу, есть и третий подход, вообще призывы такие вообще не рассматривать и не принимать этот договор. Вот как вы к этому относитесь? Вы знаете, я, например, все-таки на самом деле считаю, что сегодня какие-то коррективы нужно будет вносить вот в тот старый базовый договор. Потому что, еще раз повторяю, на самом деле, здесь тоже это звучит, конъюнктура серьезно изменилась. Сегодня более 500 тысяч подростков из Германии под флагом исламского государства воюют на стороне исламского государства. В мире происходят такие процессы, такие небывалые. И сегодня фактически мы имеем дело, и мы не только Россия, мы уже видим, нацизм и шовинизм процветает. То есть уже идет, этого наступают они сегодня. И мы знаем, кто за спиной этих сил стоит. Это можно с чиновником там какие-то проблемы решать, но как быть с населением? Как быть с молодыми людьми? Которые, как в свое время, в 30-е годы, значит, это немецкая нация, это культурная нация Европы, ведущая нация. Нация, которая имеет такой потенциал, огромный потенциал, да? И в 30-е годы вся эта нация стала под флагом нацизма. Это же должно нас научить чему-то. Любые метаморфозы возможны. Да, конечно, это возможно уже. Этот путь идет, по этому пути развиваются события. Не только там где-то, на севере Африки, но и в сердце Европы. Это же Россия в данном случае, вы знаете, я сегодня как-то говорил, во время Второй мировой Советский Союз выиграл в первую очередь за счет того коллективного страха, который советский народ испытывал перед фашистской Германией. Значит, мы, будучи малочисленным народом, естественно, очень много страхов мы испытываем. Это вполне естественно. Но этот страх присутствует сегодня уже, и российское общество начинает испытывать. И еще раз повторяю, мы не знать и не понимать, что происходит вокруг нас, мы не имеем права.
Это риск. Но конечно. на самом деле, да, вот хотелось бы, чтобы Астамур вы тоже ответили на этот вопрос. Вот о причине того, что именно сейчас вот в такие, ну, можно сказать, все-таки короткие сроки принимается вот, договор о сотрудничестве и интеграции. Вы знаете, конечно, ситуация вокруг обострилась, и вокруг России, и вокруг нас тут вообще ничего такого мирного нету. Мы знаем же, что Барак Обама предложил Конгрессу выделить огромное количество денег, по-моему, там миллиард на поддержание своего военного контингента в Европе, и в том числе на развитие в Черноморском регионе тоже, то есть имея в виду, конечно же, Грузию. Вот, и мне кажется, что, естественно, то, что Россия вот в такой ситуации, она не могла не ответить именно вот на это решение американцев, и в том числе вот этого Уэльского саммита, где это было провозглашено. И теперь она отвечает, как бы, Россия вот созданием такой пояса безопасности. Да, объединенной такой группировки вот у нас здесь в Абхазии. То есть это вызвано не только необходимостью защитить Абхазию, но еще и геополитическими интересами самой России. Конечно. Ну, мы должны понимать, что мир переживает очень серьезную ломку, перестройку, что идет обострение, глобальное обострение, усиливается борьба за сферы влияния. И даже государства более крупные, гораздо более крупные, чем Абхазия, они встраиваются в ту или иную интеграционную схему, включающую в себя в том числе и системы коллективной безопасности, там, участие в разных экономических моделях взаимодействия, чтобы сообща защищать свои интересы. Потому что в одиночку сейчас даже крупные государства такие вопросы решать не в состоянии. Мы должны понимать, что Россия исторически она является таким связующим центром вот такого цивилизационного пространства, в рамках которого мы долгие годы живем. Это цивилизационное пространство объединяет многие народы и государства, бывшие государства Советского Союза. Да. И вот задача России геополитическая – сохранить вот за собой роль лидера. Это вопрос ее выживания экономического, и военного, и обеспечения вопроса ее безопасности. Вот на наш взгляд, это соответствует коренным интересам и абхазского народа, потому что Россия является единственным гарантом нашей безопасности. И, естественно, мы же суверенное государство. Поскольку мы суверенное государство, мы и имеем определенный пакет соглашений и взаимных обязательств с Россией, мы обязаны в этих процессах участвовать. Потому что либо мы в этих процессах участвуем, либо мы в других процессах участвуем. Здесь, к сожалению, история других выборов не оставляет. Теперь, что касается вот тех фобий, которые существуют в нашем обществе относительно того, что там Абхазия может быть поглощена. Мы, как небольшое общество, мы всегда находимся под угрозой. И эта бдительность нашего общества, она на самом деле очень важна. Это дает возможность вырабатывать наиболее приемлемые для нашего государства условия взаимодействия с окружающим миром. Да, и мы этим занимаемся уже не одно столетие. И, видимо, какая-то абхазская формула выживания за этот период выработалась. И достаточно высокая мобилизация общественного сознания. Вот часто говорят о стандартах, вот, что Россия нас содержит, пытается внедрить сюда какие-то свои социальные стандарты. Но прежде всего мы сами заинтересованы в повышении собственных социальных стандартов. К сожалению, мы этот вопрос на данном этапе профинансировать самостоятельно не в состоянии. Это касается и здравоохранения, и образования. Мы заинтересованы, чтобы Россия нам эту помощь оказала. Но модель оказания этой помощи,
мы должны вырабатывать сами. Из-за того, что мы не смогли выработать на протяжении нашего сотрудничества с Россией с 2008 года модель эффективного вложения российской помощи, мы фактически очень мало продвинулись. Да. Мы должны избрать совершенно другой подход. Да, на данном этапе без российского финансирования мы не обойдемся. Но эти деньги должны позволить встать на ноги нашей социальной системе. И чтобы она отвечала потребностям наших людей, потому что мы видим, что очень многие люди хотят уехать из Абхазии учиться, уехать лечиться. Если мы суверенное государство, мы должны максимально обеспечить эти условия для собственного народа на месте. И вот ту помощь, которую нам Россия готова оказать, в том числе повышение этих стандартов, мы должны разумно и программно использовать. То есть вы понимаете, не бывает статичных ситуаций во взаимоотношениях между государствами и вообще внутри общества. Всегда общество должно соответствовать уровню угроз, требований, быть конкурентоспособным. Задача власти, чтобы если только такая власть соответствует интересам народа, которая способна эти условия развития обеспечить. Стратегически, прежде всего, конечно. И поэтому этот договор, тот проект, который мы будем готовить, мы будем исходить из того, что он должен соответствовать этим параметрам. И последнее, извините за длинную несколько речь, я бы не противопоставлял этот договор рамочному договору 2008 года. Рамочный договор 2008 года, он выше иерархически, чем тот договор, о котором мы говорим. Он должен основываться на том договоре, который был заключен ранее. И в нем должны быть отражены те моменты, о которых говорил как раз Олег Несторович, которые соответствуют современной международной ситуации и, собственно, потребностям нашего общества. Олег Несторович, мы как-то в беседе, когда готовились к передаче, вы очень хорошую такую метафору сказали, что взаимоотношения России и Абхазии, вообще русских и абхазов, имеют достаточно длительную такой путь. Можете историю расшифровать этот момент, может быть, вы... Но это достаточно очевидно, и наши люди, слава Богу, это хорошо знают. И более того, я вам скажу такое, значит, это не только мое личное наблюдение, понимание важности защиты интересов России в абхазском обществе существует. Не случайно, ведь сегодня на востоке Украины есть и представители Кавказа, и в том числе и Абхазии. О чем, кстати говоря, Шахназаров недавно на этой передаче у Соловьева говорил. Значит, это не случайно. Ведь в наших взаимоотношениях России и Абхазии было много трагических страниц. Это тоже мы хорошо знаем. Но были и другие страницы. Война закончилась в XIX веке, в 1864 году. Кавказская война закончилась. А в 1914 году, спустя почти 50 лет, Абхазская сотня чудеса творила, воюя в Первой мировой войне против Пруссии в составе российской армии, в составе дикой кавказской дивизии. И горцы воевали, и абхазцы тоже воевали. И из этой сотни фактически ни один человек не вернулся, который не был не награжден. Значит, это просто один штрих, но дело-то в том, что мы все эти годы жили в российском пространстве, и благодаря помощи, поддержке и влиянию русской культуры, когда мы говорим о России, речь должна идти не только о российской политике, о российской державе, а куда деть Глинку, Чайковского, Толстого, Достоевского, Пушкина.
А стандарты образования хотя бы? Да, наука, культура, русская цивилизация, она на Кавказе, конечно, оказала благотворное влияние, в том числе и на Абхазию. То, чем мы сегодня реально можем гордиться, наша литература, наша письменность, наша школа, наша образовательная система, наша наука, наше здравоохранение, все это то, чем мы сегодня реально располагаем и выжили вот в 20 веке, все это результат взаимодействия Абхазии и России. Собственно, Абхазия фактически не на договорных началах, а на каких началах уже... А даже трудно на правовом языке это излагать, но мы жили в составе России. Мы начинали как губерния, виновным народом, сейчас подошли. Да. И все это, мы все это пережили, и вдруг в 2008 году, на самом деле в договоре, в первом договоре вот эта фраза и есть, что российско-абхазские отношения начинают выстраиваться на качественно новом уровне. Это точная формулировка. Вот эта формулировка здесь тоже в новом проекте договора повторяется, здесь уже это лишнее, потому что качественность именно отвечает вот первый договор, потому что у нас не было опыта ни у Абхазии, ни у России правового взаимоотношения. Россия великая страна, Абхазия маленькая страна. Здесь такая асимметричность, которая проявляется даже на уровне ментальности. Понимаете? И России трудно, и Абхазии тоже трудно. Вот Абхазии трудно выстраивать равноправные взаимоотношения с великой страной. И великая страна тоже трудно, у нее тоже нет опыта выстраивать равноправные взаимоотношения с такой малюсенькой страной. Но, кстати говоря, вот эта тема одна из самых проблемных в обсуждениях договора. Когда говорят о внешнем периметре безопасности, это, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений в необходимости в этом. Я имею в виду по ПСО, там, по морской границе и так далее. Но то, что касается внутренних границ, внутренних, я имею в виду в смысле от внешнего контура, между Россией и Абхазией, там возникает очень много и рассуждений, обсуждений, насколько необходимо вообще сделать ее виртуальной, такую границу. Согласен, Ибрагим. Например, в России, вот конкретный пример мы можем взять, в России земля продается. В Абхазии не только я, почти все против того, чтобы земля продавалась. Это Конституция даже закреплена. Не по Конституции это за... То есть по унификации ни в коем случае. Если даже, скажем, мы просто эта территория на былых началах, вот как в 19 веке будет в составе России, сама Россия обязана вот эту территорию оберегать и защищать, и не капитализировать эту территорию. Ибо это уникальная территория. Это как заповедник. На территории заповедника вы приобрести земельную площадь вы не можете. Законодательство всех стран, на территории которых есть заповедники, да, не продается и не покупается. А эта территория, кстати говоря, это заповедник. Хорошая метафора. По особым правилам надо жить. Да. И что хочу сказать, конечно, у Абхазии есть специфика. И чтобы Абхазия развивалась, как мы с вами, так и Россия заинтересована в этом, чтобы Абхазия развивалась. А развитие Абхазии это не только там зарабатывать деньги, экономику и так далее, это культура, образование, здравоохранение. Конечно, это сохранение населения, сохранение идентичности, сохранение культуры. Русская культура, русская цивилизация, она вообще имеет уникальный опыт. Она, как европейцы поступали в Америке, так не поступали русские. Они не уничтожали, не истребляли. И потому на территории России, современной России, значит, сколько хотите различных племен, этносов, народов и прочих, и прочих. И сегодня они живут хорошо и нормально. И, кстати говоря, благодаря России не только мы, не только на Кавказе народы, но при Урале, значит, при Амуре, сколько хотите, значит, при Волжье, сколько народов. Но СССР при всех минусах он был заповедником народов, и слава Богу, иначе мы не выжили. Да, конечно. Я бы хотел вернуться все-таки
Вот к тем опасениям, которые существуют в обществе по поводу подписания договора и дискуссии вообще вокруг этого проекта. Вот скажите мне, пожалуйста, естественно, договор – это заключение такого, знаете, подписание какого-то компромиссного документа, правда же? Но вот в чем будет заключаться вот эта вот компромиссность этого документа? На какие компромиссы мы идем и какие компромиссы нам предлагает Россия, какие компромиссы есть с абхазской стороны? Ну, сейчас, в чем вы видите сейчас вот обществу знаком, о котором тоже сейчас обществу знаком проект российской стороны. Да. Когда мы подготовим собственный проект, я думаю, будет возможность говорить более предметно. Ну, я могу в общих чертах озвучить принципы, я уже об этом говорил. Принципы – это, что договор должен соответствовать нашей Конституции, что суверенные права и полномочия наших органов государственной власти на нашей территории, они должны быть сохранены в полной мере. И что касается компромисса, безусловно, когда взаимодействуют две страны, то какие-то правовые нормы, законодательство, вот это все, они должны быть схожими, потому что сотрудничать могут только какие-то схожие по параметрам единицы. Это касается даже и стандартов в области обороны и безопасности. То есть наша армия должна соответствовать и современным требованиям управления, материально-технического обеспечения. Потом же, когда мы говорим о государстве, это же не только армия. Не может, допустим, в отсталой стране быть развитая, хорошая армия. Это же целый комплекс проблем. Это и образование, и медицина, и так далее. Все эти вопросы, мы должны вывести, как вот отмечено в договоре, на качественно новый уровень. Наш уровень, социальный уровень, уровень жизни населения. И мы надеемся также, что нам удастся переформатировать финансовую помощь, которая направляется России и Абхазии, чтобы она пошла на реальный сектор экономики, пошла на создание новых рабочих мест, то есть это то, что будет способствовать экономическому суверенитету Абхазии, расширить наши возможности самостоятельно решать собственные проблемы. В то же время мы должны учитывать, что вся наша продукция и все товары, услуги, которые мы производим, в основном они ориентированы на российский рынок, на российского потребителя. Это тоже накладывает определенные обязательства относительно стандартов этой продукции, стандартов услуг, оказания взаимодействия с российским бизнесом, с российским инвестором. Это большой пласт проблем. Конечно, наше государство маленькое, и нам порой трудно самостоятельно, в том числе вот эти правовые вопросы, по методологию самостоятельно вырабатывать. И даже если посмотреть на то законодательство, которым мы пользуемся на протяжении всей нашей независимости, это в основном в его основе лежит российское законодательство. Да, так что у нас и так идет процесс интеграции в этой области. Но еще раз хочу подчеркнуть, при этом мы, осуществляя вот такую гармонизацию законодательства, мы не должны забывать о собственных интересах. Мы должны определять, допустим, тарифная политика должна быть такая, которая соответствует интересам нашего бизнеса, это таможенная, это в области таможни, налогообложения. То есть те преференции, которые наше государство в состоянии создать для развития собственной экономики, мы должны за собой обязательно сохранить. И на это, кстати, никто не претендует. Астамур, а вот можно ли говорить о том, что, кстати говоря, этим часто пользовались после 2008 года, о том, какой-то налет благотворительности со стороны России, я имею в виду комплексный план и так далее, но можно ли говорить о том, что это все-таки партнерство, потому что, да, они, конечно, обеспечивали безопасность нашу, но и российскую безопасность обеспечивают те базы, которые расположены в Абхазии. Ну и таким образом предоставляется возможность, в общем-то, влиять на некоторые процессы, которые происходят здесь, на Кавказе. Ведь в конечном итоге, как бы это ни звучало вообще пафосно, но Абхазия в этом смысле является вот таким
таким опорным пунктом для России в качестве продвижения своей политики на Кавказе, на Северном Кавказе. На самом деле это никакая не благотворительность. Да. Россия рассматривает наши взаимоотношения как партнерские взаимоотношения, потому что такие отношения предполагают взаимную выгоду. Да. И еще раз подчеркну, такое партнерство требует от нас соответствия уровню определенным стандартам. И ту помощь, которую Россия сразу начала оказывать Абхазии с момента признания, она была как раз нацелена на повышение всех видов стандартов Абхазии. Социальных, экономических, государственных, и во всех сферах. И, к сожалению, мы эту помощь сами восприняли как грубо говоря, халяву, которую мы таким же образом и использовали, к сожалению. Сейчас такой конфетно-цветочный период отношений Абхазии прошел, и это хорошо. Мы должны трезво подходить к нашему партнерству, уважительно относиться к себе и к своим интересам. Это не должно ограничиваться только лозунгами и сигналами тревоги. Это должно сопровождаться методичной государственной работой всего государственного аппарата и всего общества. Нам на самом деле предстоит за очень короткий срок проделать достаточно серьезный путь, чтобы наша государственность была надежно гарантирована нами самими. Вообще само подписание вот сейчас договора, сама процедура, вот, тоже интересно, как будет проходить сама процедура в дальнейшем, что будет происходить, каким образом будет развиваться вот этот вот процесс обсуждения, формирования абхазской позиции и как он будет в конечном итоге. И сроки какие? Я уже описал. Сроки к Новому году. Я уже описал примерно, как это будет происходить. Мы подготовим свои предложения, администрация президента и кабинет министров. Парламент подготовит свои предложения. Мы создадим рабочую группу, сведем это в общий проект абхазской стороны. Это мы слышали. Естественно, вот дальше интересно. Дальше эта рабочая группа выйдет на переговоры с нашими российскими партнерами. Да, мы проведем... То есть будет создана совместная общая группа, в эту рабочую группу должны будут войти представители исполнительной власти по направлениям. Это и представители сил правопорядка, обороны, Минэкономики, Минфин. Обязательно войдут представители законодательной власти. Такая же аналогичная группа должна быть сформирована руководством России. Мы проведем предметные переговоры относительно нашего видения и российского видения наших взаимоотношений. Потом, по итогам этих переговоров, которые мы будем проводить в максимально открытой атмосфере, по итогам этих переговоров мы сформируем общий документ, который, наверное, и будет представлен на подписание. Абхазский вариант будет также опубликован на обсуждение всеобщее, как российский сейчас? Естественно, если мы опубликовали российский, почему нам не публиковать? Почему нам не публиковать абхазский? Это странно. Я еще раз хочу подчеркнуть, срок, когда мы хотим заложить традицию и приучить общество к тому, что и этот, и последующие проекты межгосударственного сотрудничества, их обсуждение будет проходить в такой транспарентной ситуации. И в связи с этим, Олег Несторович, я хотел бы, может быть, с вас начать, а потом Астамур может присоединиться. Насколько важно сейчас выстроить характер дискуссии вокруг проектов? Мы говорили о таких две позиции, я третью добавил, которые тоже предлагают вообще не подписывать и вообще не рассматривать. Насколько важно, какой должна быть это нереальная позиция. Мне кажется, что более важным, чтобы те группы, которые сегодня уже созданы, и они работают, их работа более важна, чем продолжение дискуссии. Потому что мы фактически, пока мы не выработали своего проекта, мы не изложили развернуто, не положили на стол. И мы дискутируем. Конечно, такая дискуссия может быть где-то и полезна, и нужна, но
она большей части становится беспредметной из-за того, что нет нашего проекта. Но я говорю о том, что мы не можем запретить в соцсетях обсуждать. Насколько нет, конечно, важно ответственно относиться даже в соцсетях, в пространстве личного профиля. Я со своей стороны мог бы обратиться ко всем, на самом деле, которые могут участвовать в этом процессе, то ли, скажем, в соцсетях, то ли еще в какой-то другой форме. Как независимый, может, эксперт. Да, конечно. Я просил бы, чтобы они конкретные предложения формулировали бы. Не просто давать оценки, ограничиваться одними оценками, а давать конкретные предложения. Как, собственно говоря, сделать так, чтобы на наше государство, на наши, скажем, вот эти силовые структуры, как сделать так, чтобы Министерство обороны на самом деле отвечало современным требованиям. Как вот абхазский солдат, абхазский офицер, тем более абхазский генерал, чтобы он, как говорил в свое время Платон, отвечал своему понятию. Но некоторые пункты вот этого проекта, там в некотором смысле действительно предполагается некоторое ущемление вот нашего суверенитета, и в том числе, когда идет разговор об создании коллективных военных сил, там идет разговор о том, что принимать решение будет российская сторона, если я сейчас правильно все это понял. Правильно, на самом деле, вот здесь президент тоже говорил, столько у меня бумаг здесь уже не разберешься, о том, что в конечном итоге окончательное решение в случае возникновения военных действий принимать будет президент. Ну, я уточню. Каждая сторона представляет свое видение. Естественно, максимально хочет представить свои интересы. То же самое будем делать и мы. Мы считаем, что нужно четко разграничить, что в объединенную группировку войдут не все вооруженные силы Абхазии, а в ней войдут подразделения, которое будет осуществлять какие-то совместные операции, учения, подготовку и так далее и тому подобное. Что касается принципов осуществления командования, мы тоже изложим свое видение. Мы считаем, что там должен быть консенсусный подход к формированию этого командования. То же касается, вот, допустим, достаточно туманно в этом проекте расписан так называемый координационного центра правоохранительных органов. Да. Достаточно туманно, непонятно, какие функции он будет облегчение выполнять. Понятия гражданства. Да, вот я хочу сказать, да, к этому тоже хочу подойти. Что наше видение заключается в том, что вот этот координационный центр, он должен создаваться по тем принципам. Такие центры существуют, например, во взаимоотношениях России с другими государствами. То есть его функции должны быть прежде всего заключаться в обмене информацией, хранении информации, мониторинге, может быть, осуществлении согласованных мероприятий по борьбе с особыми опасными преступлениями на территории России и Абхазии, повышение, там, допустим, методологического уровня подготовки наших правоохранительных структур. Но что касается правоохранительной деятельности на территории Абхазии, этим должны заниматься исключительно наши правоохранительные органы. И, насколько я понимаю, российская сторона тоже на это претендует, потому что, наверное, это понятно, если, допустим, в Абхазию войдет какая-то иная полиция, кроме абхазской, во-первых, это не будет воспринято обществом, она не сможет здесь функционировать. Только это понимают и наши российские коллеги. То есть это будет небольшая, на наш взгляд, структура, на наш взгляд, должна быть небольшая структура, где будут работать эксперты в области строительства и взаимодействия правоохранительных органов и осуществлять взаимодействие, поскольку мы ближайшие соседи, у нас могут возникать общие вопросы по борьбе с преступностью. По границе, по гражданству, по владению оружием. Что касается владения оружием, этот договор никак не затронет, это наша внутренняя проблема. Но если граница будет, как они говорят. Что касается границы, речь идет об ослаблении пограничного режима в пункте пропуска на реке Псом. На наш взгляд, должна идти так речь. На самом деле ни Россия, ни Абхазия не заинтересованы в том, чтобы
пограничники обеих сторон ушли со всего периметра российско-абхазской границы. Потому что там мы знаем, что Северо-Кавказский регион неспокойный, и мы заинтересованы, и российской стороной, и мы заинтересованы в том, чтобы наши силы охраны границы там несли службу. Речь идет об ослаблении пограничного режима для граждан, которые каждый день ездят в Россию и обратно. По гражданству. По гражданству. По гражданству этот пункт, на наш взгляд, нуждается в серьезной редакции. Изменений, вернее, коренным образом, потому что мы защитные механизмы в области гражданства, абхазского гражданства, должны за собой сохранить. Мы знаем, мы совсем недавно вели достаточно такую затяжную борьбу за то, чтобы защитить институт абхазского гражданства. Естественно, мы от этого вопроса отойти не можем. Это вопрос нашей национальной безопасности, и мы будем его защищать. В том числе и в тех документах, которые мы будем подписывать с российской стороны. Нам подсказывают из режиссерской, там сегодня Инал, что нам надо заканчивать и как-то подводить итоги. Я вот, знаете, какую мысль хотел бы, чтобы мы, может, об этом еще в конце просуждали, какой-то итог подвели. Насколько важно, вот мы говорим об асимметричности наших взаимоотношений, вообще величин. И вот эта открытость, которую мы демонстрируем с обсуждением этого проекта, я так понимаю, это позиция президента и, то есть, и его окружение в том, что эта публичность дает нам какие-то преимущества в переговорном процессе с Россией. Но если дискуссия уйдет в неконструктивную роль, это преимущество станет, может быть, для нас, наоборот, ослаблением нашей позиции. Вот я правильно понимаю, вот этот посыл президента, когда он решил публично обсуждать проект договора Астамор? Ну, вообще некоторая опасность в этом есть тоже. Вот, Олег Несторович, я вас процитирую. Мы тут много цитат приготовили, но я процитирую вот одну вашу. Недавно вы давали российскому информационному агентству интервью, и вы там написали, что на авансцену вот сейчас выходят такие люди, которые своевольно трактуют документы его значения. Мы пытаемся перевести эту проблему, я думаю, это вот очень важно, в сферу разума, в сферу прагматизма, вот, рационального такого подхода к обсуждению этого договора и его уже какому-то формированию. Мы не можем запретить, я извиняюсь, кому-то обсуждать, и тем более в соцсетях или где-то, но какой-то посыл, я наоборот, думаю, это очень даже надо интересно. дать какой-то посыл, вот как лучше это обсуждать? Я думаю, что на самом-то деле в этом процессе общественность, наиболее продвинутая часть нашего общества, она должна участвовать. Участвовать не обязательно именно сидеть в этой группе, членами какой-то группы и так далее, но разные формы, слава богу, сегодня в нашем обществе имеются, каким образом люди могут участвовать, принести пользу, не просто позиционировать свое «я», а хотелось бы, чтобы это участие этого человека или этих людей, представителей нашей общественности, оно было продуктивным, оно было конкретным, оно было оно звучало в интересах нашего общества. Я думаю, что самое главное, что оно должно быть основано вот на тех реалиях, которые сегодня существуют и в мире, и у нас в нашей стране. Вот мы с вами перед тем, как зайти в студию, беседовали, вы говорили еще о том, что мы, когда говорим о том, что и как нужно вот в этом договоре представить, мы должны подумать о том, а что мы сами можем. Да, то есть мы можем, вот группы существуют, и сейчас общественность влияет на эти группы, общественность высказывает то, что она хочет. Да. Но общественность мало задумывается и мало говорит о том, что она на самом деле может. Это чрезвычайно важно. Речь идет о договорных взаимоотношениях между двумя вот такими асимметричными странами. Значит, когда мы говорим, что мы то-то, то-то, то-то хотим, да, значит, наш коллега из Москвы может спросить, а вы можете это гарантировать? Вы можете это сделать? Его интересует то, что мы можем сделать. Потому что наша государственность совсем она молодая. И таких особых традиций нет.
И потому чрезвычайно важно сегодня, на самом деле, вот эта ситуация, что вот сегодня обсуждается, это должно быть подспорьем для того, чтобы мы свой потенциал наконец-то каким-то образом показали, проявили, показали, убедили своего стратегического партнера в том, что мы, кроме того, ждем помощи от него, сами тоже можем что-то сделать и для него. Состоятельность свою показать. Конечно. Вот в этом плане вот этот документ может сыграть свою позитивную роль. Астамор, это преимущество будет, то, что общественное мнение будет за вами стоять, вот, и какие-то сформулированные общественные мнения. Ну, Абхазия это небольшое общество, и здесь эффект малого общества может работать как в позитивную, так и в негативную сторону. Но в любом случае государство в нашем обществе, как нам показывает наш опыт собственный, может функционировать эффективно только в открытом режиме. Только так оно может доказать свою конкурентоспособность. Да. Что касается дискуссии, хотелось бы чтобы, конечно, на нее накладываются и внутриполитические факторы. Мы совсем недавно пережили достаточно острый политический кризис. И здесь это обстоятельство тоже нужно учитывать, что это накладывает определенный отпечаток. Некоторые даже связывают, если честно говоря. Накладывает отпечаток на эту дискуссию. Но мы должны понять, что у нас нету более надежного партнера, чем Россия, что это на длительную перспективу, да, что Абхазия это не остров, да, и что нам в этой дискуссии не нужно осуществлять дискредитацию самой идеи. Да. Это важно, это опасно для нас, прежде всего. Тем более, слава Богу, это не Ельцинская Россия. Мы должны выстроить максимально доверительные отношения с нашим партнером. Со своей стороны он все для этого сделал. На самом деле, многие проблемы, которыми мы сейчас страдаем, и многие фобии, которые вот сейчас существуют в обществе, они порождены нами изнутри. Вот мы должны выправить свое внутреннее состояние, и тогда будет меньше оснований для этих страхов. И отношения с Россией, на самом деле, для этого очень серьезное подспорье. Да, и помощь российская, и те меры совместно по безопасности, это мы же знаем, что с момента, когда российские войска легально встали в Абхазии, создались объективно условия для нашего свободного экономического развития. Это Россия со своей стороны сделала. Теперь наша задача этими условиями воспользоваться. Вы знаете, вообще, конечно, вот то, что мы находимся в разных весовых категориях, это тоже многое определяет в наших взаимоотношениях, в том числе порождает как раз вот некоторые фобии. Трудно вообще, знаете, боксировать так называемому мухачу с тяжеловесом. Но здесь у нас идет вот такая все-таки работа, которая должна привести к тому, что мы сможем сделать этот договор таким, чтобы он и послужил и укреплению независимости Абхазии, и развитию абхазского государства, и абхазского общества. Вот все-таки на это мы надеемся. Но дело, конечно, пока заключается в том, что мы должны, для того, чтобы говорить как-то существенно об этом договоре, мы должны иметь предложение и абхазской стороны. Да. И да, сделать анализ того, что было предложено. Вот это очень важно российской стороной. И сделать анализ того, что делается абхазской стороной, и прийти уже, в общем-то, к какому-то соглашению. Я хочу закончить для цитатой. Этого есть возможность. Да, для этого есть возможности. Вот да. И время тоже, мне кажется, есть. Маркедонов говорил, что сам проект является результатом компромиссов. Так он считает. Вот я тоже так думаю, что это должно быть основополагающим таким моментом в этом подписании документа. Пускай и с очевидным перекосом в пользу Российской Федерации, просто в силу различных физических габаритов. Главное во всем этом,
чувство меры и понимание того, что любая лояльность не является вечной. Она требует к себе трепетного отношения и взвешенных подходов во избежание последующих разочарований. Вот мы тоже ждем, что наши российские партнеры, они будут относиться и относятся, мы так думаем, к нам так трепетно. Ну, в документе российские партнеры изложили свои интересы, и так, как они представляют интересы Абхазии. Теперь мы должны представить в своем проекте наши интересы, и я уверен, что на самом деле у нас есть все возможности, уровень отношений Абхазии и России такой, что мы можем договориться. Ну, вот то, что идет такая живая дискуссия, обсуждается, все это как раз говорит о том, что у нас есть надежда на то, что в этом договоре действительно будут заключены все, что необходимо в наших отношениях. Но мы на нашей площадке Россией будем дальше обсуждать этот договор. Я надеюсь, обозначатся люди с абхазской стороны, которые будут ответственны и со стороны парламента, и со стороны правительства. Мы всегда готовы предоставить эту площадку для дальнейшего обсуждения этой проблемы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сегодня была юбилейная 20-я передача. Да, 20-я передача. Я хочу нашим телезрителям напомнить, что сегодня у нас в гостях были Олег Домени, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, и Астамур Таня, руководитель администрации президента Республики Абхазия. С вами мы прощаемся. Всего доброго. Спасибо за терпение. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.